Движение по новому мосту через реку Белая в Уфе запущено. Это одно из главных инфраструктурных открытий последних лет. Переправа построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Конструкция является частью системы, которая позволит разгрузить южный выезд. Но в ближайшее время на масштабную реконструкцию придется закрыть старый Бельский мост. Работы будут идти около 3 лет. Подробности в материале Анастасии Ильчебаевой. Ну что, 3-4. Колонну первопроходцев возглавляет машина ДПС. Дорожное полотно в 3 полосы протяженностью 668 метров. Теперь и представить трудно, что между двумя мостами еще недавно зияла пустота. Выезжая сегодня из дома, эти автовладельцы не подозревали, что первыми испытают новый мост. За время строительства жизнь изменилась до неузнаваемости. Мост открывает вместе с мэром Уфы Сергеем Грековым, а закладывал первый камень еще Ульфат Мустафин, во времена, когда и маски на такие мероприятия были не нужны. Первый камень строительства моста был заложен еще в июле 2019 года. Обычно на возведение подобных переправ уходит около 3 лет. Но благодаря и строителям, работающим в любую погоду, и инженерным решениям, запустить движение на мосту удалось уже менее чем через 2,5 года. Кто-то мог буквально из окон домов видеть, как строился мост. Наблюдала, как они работают и днем, и ночью. Я шокирована была, что так можно трудиться много. Жалко было, иногда холодно, они работают. Иногда ходила, что-то спрашивала, интересно было, как, чего там. Но насколько сложно было рабочим, жители города представить в полной мере не могли. Сварщики едва не задыхались. Внутри моста было задымление, тяжело было варить. Но варили, все равно варили. На вытянутую руку не видно соседа. Да, бывало. 15 человек в таком маленьком пространстве варят. Это же все в дыму. Даже лампочку не видно. Простые рабочие, чьими усилиями и был возведен мост, сегодня получили награды из рук главы республики. Сложности доставляли и неожиданные находки. В самом начале строительства рабочие нашли старый деревянный мост, называвшийся тогда Оренбургской переправой. Фундамент пришлось извлекать с помощью экскаватора и вибропогружателей. Мост-ставка во многом уникален. В таком узком пространстве переправу еще не возводили. Инженерам пришлось поломать головы, ведь необходимо было еще и успеть в срок. Представляете, между двумя сооружениями, то есть краны поставить, чтобы что-то смонтировать, это надо посидеть, нарисовать, рассказать людям. Проезжали, говорят, что впервые видим такой мост, который между двумя мостами строится. Хочу подчеркнуть, что все эти объекты, все эти проекты, которые мы делаем, они все направлены, они все идут в нашу общую копилку, в нашего главного праздника. Это юбилей города, который состоится в 2024 году. Сдвинуть многолетний вопрос о строительстве еще одного моста удалось после того, как Ради Хабиров в рамках транспортного форума в Москве встретился с руководством Росавтодора. Заявка республики на возведение 3-полосной вставки была принята и одобрена. Бюджет проекта почти 3,5 миллиарда рублей. Большую часть выделил Росавтодор, еще 100 миллионов в городской бюджет. Остальную сумму добавила республика. Очень важно, что субъект вовремя и в срок сдает объекты, осваивает выделенное финансирование, за что и строителям большое спасибо. Ну и, что немаловажно, это органу власти. Из-за особенностей расположения города, Уфа находится на полуострове, этот мост далеко не последний для башкирской столицы. Мы защитили в правительстве инвестиционные кредиты на сумму 14 миллиардов, которые будут расшивать все, связанное с так называемым восточным выездом. Это большая история. Туда, кстати, входит и проектирование еще одного моста через реку Белую. Плюс мост через Затон уже тоже требует определенного внимания с нашей стороны. Нам нужно построить мост в Створе интернациональный. То есть, если я вам сейчас начну перечислять, нам еще столько строить, и столько это стоит. Глаза боятся, руки делают. Вот мы, собственно, так и действуем. Я вот сейчас, пользуясь тем, что здесь много корреспондентов, сразу извиняюсь перед жителями Уфы. Старый 56-го года арочный мост, любимый уфимцами, мы уже начинаем все конкурентные процедуры, и мы уже в самое ближайшее время его будем закрывать и будем его делать. Старый мост, построенный в 1956 году, был рассчитан на 50 лет, но простоял даже больше положенного срока. Гарантию на новый строители дают в 2 раза больше – 100 лет. Так что мост-вставка получился, как говорится, на века. Анастасия Ильчебаева, Владимир Шевчук, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Новости. Уфа.